Это «Атмосфера кино» и я ее ведущий Ринат Музафаров. Здравствуйте! В следующие несколько минут мы расскажем о главных новинках кинопроката, приведем мнение и обсудим последние новости индустрии. Будет атмосферно. В новом выпуске программы «Атмосфера кино» мы расскажем, против какой такой напасти предстоит объединиться супергероям DC и чем новый фильм так сильно отличается от предыдущих. Обсудим картину с сибайскими зрителями и поведаем о других новинках этой недели. Градус присутствия супергероев в массовой культуре продолжает расти в геометрической прогрессии. Еще недавно мы обсуждали возвращение Тора с небольшой перебивкой на классическое детективное кино, а уже сегодня на экранах развивается плащ Супермена, алое знамя всей супергеройской шайки DC. Кто знает, может быть, именно в эти дни человечество переживает кульминацию всей супергеройской эпопеи, и очень скоро интерес массовой публики к такому кино планомерно пойдет на нет. Однако мы не будем забегать так далеко вперед. Лига справедливости здесь и сейчас, в объективе «Атмосферы кино». Началось. Я не узнаю этот мир. Ты не должен его узнавать. Через огонь, воду и медные трубы. Пройдя свой производственный ад, долгожданная Лига справедливости от DC добралась таки до своего зрителя. Говорят, эпоха героев уже не наступит. Наступит. Учинив дружеский мордобой в предыдущей части, супергерои смогли преодолеть личные разногласия и объединили усилия перед лицом общего врага. И пусть не всем сверхлюдям удалось выбраться из прошлой перепалки живыми, остались еще человек-ресурсы на просторах киновселенной DC, способные противостоять полчищам диких тварей. Помните бешеных фей Пикси из второй части Гарри Поттера? Получите целый рой ростовых полноразмерных версий. Это страшнее. Древний злодей Дарксайд, возглавляющий легионы нежити, не в первый раз бросает вызов аборигенам планеты Земля. В те незапамятные времена, когда процветала империя атлантов, на поле боя воинствовали амазонки, а представители людской расы еще не помышляли о междоусобных конфликтах, выходцам древних цивилизаций пришлось выступать единым фронтом, дабы отразить нападение могущественного иноземного захватчика. Теперь от лица объединенных сил планеты выступает сборный состав бойцов, но уже обновленный супергеройской формации. Вот и пожалеешь о временах, когда нашей главной проблемой были заводные бомбы-пингвины. Аквамен, наследный принц Атланты, в исполнении неподражаемого Джейсона Момоа перекочевал на большие экраны с культового телесериала «Игра престолов». Его суперспособность в этом фильме – выглядеть эпично. Ну и само собой повелевать водичкой. Брюс Уэйн в новом фильме выступает полноправным капитаном команды, принимая участь предводительства с неизменным выражением скорби под рогатой маской летучей мыши. А вот новобранец Флэш в исполнении Эзры Миллера нужен новой картине, дабы разбавить мрачное повествование ощутимой толикой юмора. Персонаж пополняет ресурсы энергии регулярными перекусами и очень много шутит в кадре. Сколько вас здесь? Недостаточно. Ты в самом деле думаешь, что... Вау, они все просто исчезли. Невежливо. Технарские функции в Лиге справедливости целиком отошли персонажу Рэя Фишера Киборгу. Этот парень не только разбирается в транзисторах, конденсаторах и микросхемах, но и сам имеет с дюжину силовых агрегатов под капотом. Спокойно, Альфред, я разберусь. Мы знакомы? При этом команде не справится без уроженца Криптона, и даже если вы смирились с безвременной кончиной Супермена, у сценаристов новой части свои долгосрочные виды на этого персонажа. Он сказал, что ты придешь. Надеюсь, еще не слишком поздно.
Производством Лиги занимался бессменный постановщик супергеройской франшизы DC Зак Снайдер. Отсняв весь материал, на этапе постпродакшена голливудский кинодел был вынужден покинуть пост режиссера из-за случившейся трагедии в семье. На выручку компании пришел другой постановщик супергеройского кино Джосс Уидон, ранее задействованный в проектах Марвел, Мстителей и Мстители Эра Альтрона. Новый производственный глава пересмотрел концепцию фильма и даже организовал съемки отдельных сцен с участием Генри Кавилла, благодаря которым в сеть просочились вот эти фотографии усатого Супермена. Актер к тому моменту уже был занят на съемках другого фильма, потому удаление растительности с лица героя перекочевало от студийных гримеров к художникам отдела компьютерной постобработки материала. Погнали дальше. В целом, Лига Справедливости скорее выиграла от решения привлечь второго режиссера, чем проиграла. В результате фильм имеет по-снайдеровски красивую визуальную составляющую, где каждый кадр впору сравнивать с художественной фотографией, устойчивую динамику и нескучное повествование. Бытует мнение, что изначально Джосса Уидона привлекли как раз для того, чтобы разнообразить мрачные сюжеты киновселенной DC хорошей порцией юмора. Готовы? Резюмируя впечатления по шкале киномера, охарактеризуем фильм в следующих тезисах. Красивое и ироничное, напористое и ошеломительное кино. Хороший фильм. Я вообще фанат Бэтмена просто. Я только из-за Бэтмена сюда пришел. А остальные герои как-то не очень нравятся. Ну и как оправдал Бэтмена? Ну, я чего-то большего, честно говоря, от фильма ожидал. Что-то как-то такой он детский, что ли, мне показался, такой инфантильный немного. Ну, хотелось, чтобы больше серьезности какой-то было, какой-то драматичности. Поэтому, ну, Бэтмен, в принципе, круто. Да, понравился. Хороший фильм. Много звезд в сборе все. Мне все понравилось. Точно? А какие супергерои особенно понравились? Мне Чудо-женщина и Флэш. Хронометраж Лиги Справедливости всего 2 часа против 3 в расширенной версии снайдеровского Бэтмена против Супермена. Режиссера вообще отличает тяга к большим монументальным полотнам. А учитывая, что количество персонажей в новом фильме даже возросло, неизвестно, от какой части авторского материала пришлось отказаться, чтобы добиться такой продолжительности. В интернете уже набирает обороты петиция фанатов с просьбой выпустить режиссерскую снайдеровскую версию фильма. Тем не менее, вопрос до сих пор остается открытым. А вот упускать возможность посмотреть Лигу Справедливости на большом экране все же не стоит. Переходим к другим новостям кино. С супергероями разобрались, переходим к новогодним премьерам. В прокат кинотеатра «Атмосфера» выходит вторая часть ураганной комедии «Здравствуй, папа, Новый год». По сюжету отец Дасти и отчим Брэд объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжает олдскульный мачо-папаша Дасти и чувствительный эмоциональный папочка Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить Рождество в кошмарный хаос. Кино стартует в прокате уже в грядущий четверг. Другая новинка этой недели – анимационный фильм «Тайна Коко», который расскажет нам историю 12-летнего мальчика Мигеля, живущего в мексиканской деревушке и мечтающего стать музыкантом. Он обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая пока не названная связь. Паренек отправляется к своему кумиру в страну мертвых, где встречает души своих предков и знакомится с духом Трикстером по имени Эктор, который становится его напарником и проводником. Кинотеатр «Атмосфера» приглашает всех посетить новый шедевр от компании Pixar и Disney. Марвеловские Мстители, Лига Справедливости DC, вообще вся шумиха о том, якобы 2 супергеройские команды, вынужденные конкурировать за внимание зрителей, кажется надуманной. Неизвестно, когда увидел бы свет голливудский долгострой про воссоединение Бэтмена, Аквамена и Супермена, если бы компания Marvel, условный конкурент, не актуализировала тему за несколько лет до этого.
Примечательно, что Джейсон Момоа, сам исполнитель роли Аквамена, в своем недавнем интервью высказывался как раз в таком духе. Надеюсь, нам удалось передать атмосферу кино. Ну а тем, кто хочет полного погружения, пожалуйте на сеанс. Кино настоящее, лучше телевизора. Это в нашем классе всеми признано. В следующем выпуске передачи «Атмосфера кино» мы расскажем о том, какие приключения ждут юного музыканта Эмиля в стране мертвых и почему новый мультипликационный шедевр Pixar заслуживает самого пристального внимания массовой публики.